Сегодня это звучит непривычно, но моментального эффекта Октябрьская социалистическая революция на территорию нынешней Республики Коми не возымела. Во-первых, лояльность к власти на севере была исторической. Здесь никогда не было крепостного права, а значит и протестных настроений. А во-вторых, для всех губерний, которым подчинялись наши земли, территория была по сути окраиной. Новости доходили с опозданием. Поэтому первые опорные решения пришлись на 1918-й. Создание Усть-Сысольского народного революционного трибунала. В гражданскую на территории Коми-края активные боевые действия вела 6-я армия Северного фронта. Из-за болотистой таежной местности официальной линии разграничения сил не было. Регулярные части зарождающейся Красной армии вели бои вдоль транспортных артерий, рек и дорог. Здесь были сформированы несколько воинских частей Красной армии. Здесь были сформированы, вы не забывайте, Печорское белогвардейское восстание. Печора была всегда зажиточным районом, там всегда были зажиточные люди. Они на то время считали, что они защищают свой интерес, свою историю. Там тоже были стычки, были бои, кровопролитные бои. Не такие, конечно, как мы в учебнике истории читаем там про Каховку, про Дальний Восток и так далее. Но здесь тоже гражданская война прошла. И здесь есть люди, погибшие и на той стороне, и на этой. Я думаю, что история нашей республики тоже должна быть вплетена в общую историю развития государства нашего. На ваших экранах карта основного театра военных действий и примерное соотношение сил красных и белых на этом участке фронта. Усть-Сысольск, Яринск, Нёбдино – это здесь были замучены карателями изваильские комиссары и казнена Домна Каликова. Но уже в ноябре 1919-го Красная армия полностью громит белые части, и к весне 20-го на территории региона боевые действия по сути прекращены. Дальнейшее развитие армейских подразделений проходило централизованно вместе со всей армией. Великую Отечественную наши земляки в первых рядах. Более 170 тысяч наших земляков ушли на фронт. Они воевали в 25 дивизиях на всех фронтах. Сегодня то время стезя историков и военных реконструкторов. Но патриотические выставки они создают вовсе не для простого созерцания. Основная задача – показать нашим подросткам, тем детям, которые сегодня к нам придут на вот именно музей живой истории, о том, что это наша история, ее надо знать. Так же, как история у нас была и Древняя Русь, как война в Афганистане, это тоже наша история, про нее забывать нельзя. Сегодня российская армия – мировой эталон боевой мощи отдельно взятой сверхдержавы. Численность вооруженных сил – 800 тысяч человек. По величию и мощи мы превосходим все европейские государства во всех родах войск. А боеспособность вооруженных сил, как известно, главное условие суверенитета. Максим Васильев, Олег Жуковский, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.